Во-первых, я сразу как бы это сделаю такое отступление. Я не теолог, и я как бы глубоко и хорошо религию нашу не знаю. Но насколько я это знаю и понимаю, я хочу сказать такую вещь, да. Я не нацист. То есть я не считаю, что один народ выше другого народа там, по каким-то признакам. Я не нацист. Но я люблю свой народ, потому что я выше. Как я могу не любить свою семью? Как я не могу любить свою маму, своих братьев, своих сестер? Ну как я их не могу любить? Это вообще глупо. Я из этого народа. Это мой язык, это моя культура. Как я это могу не любить? Я прожил, мне на сегодняшний день 58 лет. Я жил в разных местах, среди разных людей. И среди арабов, и среди турков, и среди кого угодно. Но я не говорю, что это плохо или хорошо, но я комфортно себя чувствовал только среди своих. Потому что мы, как сказать, как ты как ты среди своих родных братьев себя чувствуешь хорошо, вот то же самое. Это твоя семья, это твой дом. Я не понимаю вот этих людей, честное слово. Я же не говорю, что мы должны взять в свой флаг, выйти и сказать, что татары выше всех, они самые лучшие, они это сам, все остальные. Мы арийцы, а все остальные, недолюди. Такого же нету. Этого не должно быть, этого нет в исламе. Аллах в Коране сказал: я, говорит, вас создал племенами и народами для того, чтобы вы познавали друг друга. Он не сказал: нет национальностей. То есть мы созданы племенами и народами по мудрости Всевышнего. Просто у каждого из народа, любого народа, есть свои плюсы и есть свои минусы, есть свои достоинства и свои недостатки. Посредством изучая друг друга, общаясь друг с другом, выдавая своих дочерей замуж за другой народ, беря у их дочерей в свой народ, мы улучшаем себя, мы совершенствуемся. Тогда есть в этом польза, тогда все понятно. Я нигде не слышал, чтобы было там такое, что запрещено. Нет, не запрещено. Да, мы все мусульмане, мы все мусульмане, мы все одна семья. Нас объединяет наша религия, наша идеология. Но в то же время мы все остаемся, каждый из нас, каждый из своего народа. Даже когда была битва когда против Мусайлимы сражались мусульмане, это уже после смерти пророка, когда битва с вероотступниками была, мусульмане терпели поражение. И один из сахабов, пророк обратился к Халиду ибн Валиду, говорит: надо, говорит, собрать не смешаны, чтобы были племена, а каждый со своим племенем и каждый под своим знаменем. И тогда у людей начинается здоровое соревнование. Понимаешь? Каждый хочет показать, что его флаг, его племя лучше, крепче в религии, сильнее и здоровее. Это не потому, чтобы унизить своих братьев, нет, а чтобы перед Аллахом показать. Это нормально, так должно быть. В этом нет ничего плохого. Мы тюрки. Понимаешь? Даже бзын тілімізін говорят орта тюрк тілі. То есть наш язык средний между кыпчакской группой и огузской группой. Нас как те и эти понимают. Даже в этой ситуации мы можем быть как связующие. Даже среди тюрков. Я не говорю то, что украинцы, крымские татары вместе между Востоком и Западом. Мы посреди тюрков можем быть как связующее звено. Поэтому у нас великое будущее, но это зависит от нас самих. Если мы это все правильно поймем, будем к этому двигаться, будем совместно это все делать, то Аллах нам даст в этом все баракят, и все это будет опять вернется наша сила. Величие же не в том, чтобы тебя боялись. Величие в том, чтобы тебя уважали. Чтобы ты был самым знающим. Сила же не в оружии, сила в знании и в его применении, в его использовании. Россия. Оружия было намного больше, чем у нас. Но у них не было идеологии. Они воевали, как тебе сказать, они не были на стороне правды, скажем, да, так образно. Поэтому Аллах им не дал победу. Их больше, чем нас. У них оружия больше, чем у нас. И они напали на нас, когда мы их не ждали. Хотя нас об этом все предупреждали, мы понимали, что это произойдет, но по большому счету наша власть, к сожалению, немножко этот момент прохлопала. Но
Аллах победу дал нам.